Почему с каждым днем все это больше похоже на ту диктатуру жуткую, которую мы знаем из книг по истории? Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд города Душанбе приговорил Араза Вазирбекова, гражданского активиста и одного из лидеров памирской диаспоры в Москве, к 16 годам лишения свободы. Один из его родственников сообщил, что судебное заседание, на котором был оглашен приговор, состоялось 5 ноября без присутствия родственников. Правоохранительные органы обвинили Араза Вазирбекова в экстремизме и призывах к свержению конституционной власти через интернет. По словам его родственников, его также обвинили в присвоении благотворительных средств, которые бадахшанские мигранты отправили семьям, пострадавшим в ходе спецоперации таджикских силовиков в Хароге в 2012 году. Собеседник из числа родственников Вазирбекова сказал, что Араз считает себя невиновным и попросил, чтобы его дело рассмотрели по справедливости, но следствие и суд не обратили внимания на его просьбу. По словам собеседника, они еще не решили, будут ли обжаловать приговор вышестоящей судебной инстанции или нет. Араз и его брат Рамзи Вазирбековы в последние годы жили в Москве и критиковали в соцсетях действия правительства Таджикистана. Как вы относитесь к такой ситуации? Уже нельзя высказывать свое недовольство властями Таджикистана. Как вы думаете, почему? Они ведь ни к чему не призывали, а просто говорили, что им не нравится. Это ведь нормально. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Родственники Араза и Рамзи Вазирбековых неоднократно заявляли о нарушениях закона в ходе следствия. По их словам, они обращались к адвокатам Душанбе, чтобы нанять их для защиты интересов Вазирбековых. Но те, узнав, что дело касается событий в ИКБАО, отказывались их защищать. По словам родственников Вазирбековых, назначенный государством адвокат с ними не поддерживает связь. Сабрина Отамбекова, супруга Араза Вазирбекова, ранее сообщила, что после того, как мужа с деверем вывезли из Москвы в Душанбе, у них нет никакой информации о состоянии задержанных. Им разрешают только передавать посылки с одеждой и едой. Правоохранительные органы вообще не комментируют ни одно дело, связанное с событиями в Бадахшане, и лишь после вынесения приговора суда в редких случаях делают краткие информационные сообщения. Араз и Рамзи Вазирбековы пропали 29 июля 2022 года в аэропорту Домодедово, после того, как они прилетели туда из Екатеринбурга. Спустя сутки на YouTube-канале под названием Бехдошт ТВ было опубликовано видео, в котором оба брата сказали, что они добровольно вернулись на родину, чтобы ответить на вопросы властей в связи с событиями в городе Харок. Сабрина Отамбекова, жена Араза Вазирбекова, говорит, что ее супруг не выезжал в Таджикистан добровольно и что размещенное в интернете видео является постановочным. На этом видео сами Вазирбековы говорят, что они вернулись в Таджикистан добровольно, а не были депортированы из России. После протестов и массовых беспорядков в мае этого года в Бадахшане, которые привели к гибели десятков граждан, правоохранительные органы Таджикистана задержали и арестовали сотни человек, в том числе активистов гражданского общества из Бадахшана, по обвинению в подстрекательстве к этим беспорядкам. А некоторые из них уже получили длительные сроки лишения свободы. Родные этих людей утверждают, что все обвинения являются беспочвенными и их родные невиновны. Международные правозащитные организации подвергли таджикское правительство за такие действия к резкой критике. В частности, Human Rights Watch недавно обратилась к правительству Таджикистана с просьбой прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями Горно-Бадахшанской автономной области. Эта правозащитная организация распространила 23 августа обращение, в котором говорится: власти Таджикистана должны положить конец этой практике и придерживаться своих международных соглашений для обеспечения справедливого судебного разбирательства. Как вы думаете, у нас вообще в стране возможно справедливое судебное разбирательство? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.